В эфире Турбаза. Сегодня речь пойдет о туристическом потенциале Восточной Абхазии и о том, как его развивать. Разговор на эту тему поддержат наши эксперты в сфере туризма Руслана Гергидава и Майя Зухба. Майя будет говорить с нами по телефону. Добрый день, уважаемые друзья. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Итак, мы регулярно обращаемся к теме Восточной Абхазии и с точки зрения того, насколько это благодатная и потенциально богатая в туристическом отношении часть нашей страны. Буквально на днях об этом говорил и президент в ходе встречи с Кириенко, первым замглавы администрации президента России. Так почему же эту проблему так сложно решить? Почему есть только какие-то точечные проекты, отдельные объекты, но в целом это довольно пассивный с точки зрения туризма регион или часть нашей страны? Руслан, начнете? Тема очень актуальна, мы ее часто действительно здесь обсуждаем, и вот мы все ходим вокруг да около, но действительно решение проблемы – это финансирование, то есть люди, которые там проживают, они очень активно настроены для того, чтобы стать частью туристического рынка, но им для этого нужна поддержка. Поддержка на государственном уровне, поддержка на уровне поддержки молодежного стартапа, предпринимательства. И вот, к примеру, новый маршрут, маршрут здоровья был запущен не так давно, командой Абхазии, показал, насколько местные жители отдаленных сел были вовлечены в этот процесс формирования нового туристического маршрута, который уже стал востребован к майским праздникам. То есть у нас уже туристы бронируют этот тур, потому что буйволиная ферма, экотропы, такие вот отдаленные села, о которых они раньше не знали. Что пугает туристов, это в первую очередь вопрос инфраструктуры и логистики. Конечно, им интересно увидеть наши пещеры, им интересно увидеть наши древние храмы, соприкоснуться с местными жителями, потому что, когда мы соприкасаемся с туристами, которые приезжают к нам отдыхать, они сразу говорят, что мы не хотим стандартную экскурсию, мы здесь у вас были уже 3-4 раза, потому что я неоднократно отмечала факт того, что к нам приезжают люди, которые приезжают сюда стабильно, или же люди, которые уже объездили весь мир, им по факту больше некуда ездить, только лишь в пределах СНГ. И, разумеется, этим людям хочется что-то интересное, они готовы за это платить деньги. И востребованность восточного направления, на мой взгляд, это не просто перспективное направление, но оно еще и будет востребовано в плане цены. Потому что туры, которые я ставлю на Восточную Абхазию, они не дешевые. Потому что я знаю, что это будет интересно, это эксклюзивно, по той простой причине, что мы формируем маленькие группы, мы ездим к людям домой, в буйволиные фермы, мы посещаем плантации, мы устраиваем мастер-классы рисунка в мандариновых садах и прочее. И, разумеется, людям это нравится. Но одной инициативы мало. То есть здесь нужна именно финансовая поддержка. Мы сколько угодно можем на эту тему говорить, но пока не будет выделено определенное финансирование на поддержку туристических направлений, конечно, толчка не будет. Но хотелось бы отметить очень важный факт. 2 больших проекта. Это «Гостеприимная Абхазия» и, конечно же, фонд президентских грантов. Я победила в рамках фонда президентских грантов. Мой проект победил. Он в том числе был по направлению развития Восточной Абхазии. У нас были презентации наших проектов. Вы не поверите, из 32 победителей 22 — это направление Восточной Абхазии. То есть, понимаете, это какое финансирование пошло в это направление. Это вновь показывает, что даже в рамках экспертной комиссии отбирались проекты по развитию Восточной Абхазии. Это и патриотические, и спортивные, и туристические, и досуговые мероприятия в рамках Восточной Абхазии. То есть это вновь показывает, насколько все заинтересованы в развитии. А развитие — это, конечно же, поддержка в финансовом направлении. Майя, какова ваша точка зрения по этому вопросу? Почему не можем сдвинуться с какой-то определенной точки, не могу сейчас сказать, чтобы с мертвой точки, но тем не менее такого рывка именно по развитию Восточной Абхазии. Мы говорим, наверное, это в контексте общей экономики страны, возможно, о какой-то неразвитой инфраструктуре, но хотелось бы ваш взгляд услышать. Я с Русланой полностью согласна, потому что действительно для развития восточных регионов нашей республики нужна финансовая поддержка. И нужна еще реклама этих объектов, многих, самого района, районов и так далее, реклама этих достопримечательностей, потому что часто туристы, работая много лет в этой сфере, мы видим один момент, что туристы, они знакомы с озером Рица, Новым Афоном, у них на слуху Гагра и Пицунда,
но порой они не знают о многих очень красивых местах, достопримечательностях нашей Восточной Абхазии, которые в медиаресурсах, их тоже надо рекламировать. Ну и, конечно, доступность этих объектов. То есть, когда эти объекты труднодоступны, когда к ним нет дорог, нет к ним, так скажем, логистических маршрутов, нету туристических маршрутов, экскурсионных маршрутов туда, то люди просто не знают об этих местах, они просто о них не слышали. И это нужна действительно поддержка, финансовая поддержка для того, чтобы проложить дороги к этим объектам, сделать должную рекламу этим объектам, и тогда они, естественно, будут иметь спрос. Ну, сказать, что Восточная Абхазия вообще не развивается, это очень, конечно, будет обманчиво, потому что у нас прекрасный Очимчирский район, сам город Очимчира, он находится на берегу моря. Появляются санаторно-курортные комплексы, появляются новые отели, которые действительно востребованы у гостей. Люди хотят отдохнуть немножечко вдалеке от шума, от городской суеты, так скажем. И многие люди этим пользуются, они приезжают, эти объекты отдыха, они пользуются спросом. Те же самые водопады Восточной Абхазии, которые сейчас стали на слуху, вот несколько лет люди приезжают, они сами просят. То есть если раньше, несколько лет назад, мы давали рекламу этим местам и уговаривали людей поехать и посмотреть, то сегодня люди это знают, они это слышат, они говорят об этом, сами просят им показать эти места. Объекты, оздоровительные объекты появляются в Восточной Абхазии. Один только комплекс, новый спа-комплекс Амза, чего стоит. Это современная, благоустроенная бальнеологическая лечебница на базе термальной воды, которая тоже пользуется популярностью. То есть это идет развитие. Если говорить об инфраструктуре, то какие инфраструктурные объекты в первую очередь требуют развития для запуска туризма? Мы сейчас пока не говорим об аэропорте, потом затронем и этот фактор тоже. Я всегда и против монополизации абсолютно всего. И мы знаем очень много примеров, как в рамках Восточной Абхазии появляются крупные, очень привлекательные туристические точки, и люди, которые владеют этим бизнесом, они действительно вокруг себя закрывают это предприятие. И не просто в рамках своей инфраструктуры. Будь это ресторан, да, мы сейчас берем в пример ту же самую Черниговку, или направление от Корчала, или направление других районов, что не дает возможность другим малым предпринимателям этого села расти в этом направлении. То есть на этот факт тоже нужно обратить внимание. Для того, чтобы поддерживать именно сельскохозяйственное направление, туристическое, и давать им возможность быть конкурентоспособными. Потому что вот я недавно беседовала вот по направлению именно Галского района, я туда часто привожу туристов, и вот у меня такой возник вопрос касаемо того, где их размещать. Потому что инфраструктура, которая сейчас волнует наших туристов, это именно, а где можно остановиться. Потому что накормить это не проблема. У нас доступность кафе, у нас доступность ресторанов. Может быть, логистика немножко занимает время, но в этом проблемы нету. И вот мне один местный житель Галского района, как и Очимчирского, Ткварчельского и других районов данного направления, сказал очень интересный факт. Я, знаете, о нем первый раз задумался. Он говорит, а зачем мне строить коттеджи? Тратить на это миллионы. Я не конкурентоспособен. Вон, видели, Руслана, какую лабру построили? Да, туда нет дороги, да, вокруг все разрушено. Но вот сейчас они там что-нибудь построят, да, то есть нету уверенности вкладывать деньги вот именно в направлении у тех предпринимателей, возможных предпринимателей, потому что они не чувствуют безопасность своего бизнеса. Это вот к слову о том, как нужно поддерживать именно малых ательеров, которые в том числе хотят в этом направлении расти, потому что для них сумма 1-2 миллиона это большие деньги. Вот, и поэтому скажу вам честно, с инфраструктурой проблем нет. Там, где нет дороги, это джипинг, да, это интересное такое направление, которое нравится нашим туристам. Но вот они говорят, Руслан, мы хотим поехать в Кудорское ущелье, но это так тяжело, да, там, доехать до там, этих домиков тяжко, да, то есть это часа 4-5 занимает по бездорожью, а вот ближе ничего нету. Вот, поэтому в этом направлении тоже бы хотелось, знаете, провести какой-то конкурс или тендер именно на поддержку в создании объектов размещения, потому что с ресторанами все-таки вопросы у нас относительно нормальные. Ну, вот, допустим, инфраструктура – это и транспортная доступность. Я сейчас говорю даже не для туристов, а для тех людей, которые там постоянно живут, да. Они должны работать, что-то производить, куда-то ходить на работу, где-то устраиваться. То есть вот одно связано с другим, и это тоже влияет на то, как гостей они могут встречать. Вот мы недавно были в районе села Моква,
И у меня туристка говорит: Руслана, я мечтаю вот сейчас залезть на это дерево и сорвать хурму. Я говорю: давайте я спрошу местного жителя. Нам накрыли там такой стол. Я вам честно скажу, такого вот в рамках моей практики, 12 лет в туристической сфере, в Западной Абхазии еще ни разу не было. Чтобы нас не только нам позволили на деревья залезть, понимаете, но для некоторых людей, может быть, это для нас так странно звучит, но это колоссальные воспоминания. И самое главное, вот это чувство действительно гостеприимства. Вот я ни в коем случае не хочу задеть никаких предпринимателей направления Западной Абхазии, но вот именно отношение не капиталистическое, а вот именно с такой вот чистой абхазской душой, я очень часто, и мои туристы, и мои сотрудники чувствуют именно в этом направлении, в направлении Восточной Абхазии. И это нужно поддерживать. Они не должны пытаться повторить модель Гагры или модель Пицунды или Афона. Они должны вот это сохранить. Но для того, чтобы сохранять вот эту аутентичность, их нужно поддерживать. Их нужно мотивировать финансово, понимаете? Давать гарантии. То есть как профильные ведомства, пускай это Министерство экономики, Министерство туризма, наша гильдия ательеров, они должны давать гарантии, что вы сохраняете вот эту аутентичность. Очень много людей приезжают, тратят миллионы, чтобы увидеть Прованс, увидеть старые французские села, для того, чтобы просто соприкоснуться с местными жителями, закрытыми селами. И поэтому вот я считаю, что вот эту аутентичность нужно поддерживать и не идти в глобализацию вот в этом направлении. Об этом мы неоднократно и с президентом беседовали на эту тему, и в рамках наших проектов мы просим сохранить вот этот аскетизм вокруг храмов и, конечно, аутентичность внутри наших сел. Если это поменяется, вот эта грань будет стерта, тогда это уже будет не про то абхазское гостеприимство. Майя, дополните? У нас действительно иногда, когда люди изъявляют желание поехать в тот же самый Гальский район, в Кварчельский район, и, возможно, познакомиться с этим районом поглубже, не в рамках одного дня, действительно нету объекта для того, чтобы где этих людей разместить, то есть где их действительно уложить спать, так скажем, потому что с кухней действительно у нас проблем нету. Даже если ты попал в какое-то село, в котором, по той или иной причине нету рядом ресторана, то любой местный житель накроет стол еще и получше, чем ресторан сможет это сделать. А вот уложить спать, так со всеми, так скажем, удобствами, не в каждом восточном районе Абхазии это может себе позволить. И действительно, многие предприниматели, они, правда, не хотят вкладывать крупные деньги, потому что они не понимают, это рентабельно или нет. То есть у них отобьется эта сумма или не отобьется. Это очень тоже важно. Гагра, Пицунда, Новый Афон, и столица нашей Абхазии, город Сухум. Это немножечко районы, где предприниматели уже избалованы тем, что спрос всегда есть. И он рождает большое количество предложений, потому что есть этот спрос. А в той части Абхазии этот спрос невелик. Его, наоборот, нужно стимулировать, мотивировать, чтобы спрос появился, и предприниматели стали активно заниматься тем, чтобы реализовывать эти потребности, которые появятся. Но для этого нужен импульс. Вот, кстати говоря, все надеялись, что вот неким импульсом экономического развития региона, я не хочу говорить, но части этой Абхазии, восточной части Абхазии, станет строительство аэропорта. Аэропорт заработал, да, пусть, допустим, пока у него какие-то свои мощности, но тем не менее, возможно, нет того эффекта, который ожидалось. Вот как вы считаете, какие факторы должны сработать, чтобы все это принесло свои результаты ожидаемые? С экономической точки зрения любой крупно строящийся объект, он окупается и дает возможность местным жителям окупаться в рамках 5 лет. И поэтому делать какие-то прогнозы о том, что вот построили, а вот пока вот никак, в целом это нормальная пока практика. У людей все-таки на слуху такие районы, как Сухумский, Гулы-Рыбский и другие районы. А вот все, что я знаете, буквально недавно у меня был человек, который 4 раза был в Абхазии, она говорит, а за Сухумом еще Абхазия. Понимаете, то есть это большая... Это очень часто вопрос, да, кстати. это наша большая проблема. Вот представляете себе, когда мы в информационном поле, мы говорим о том, что мы отстаиваем наши интересы в пределах... Никто не спорит, да, все знают про Абхазию, все знают про наше суверенное государство, что мы активно его строим. Но никто не знает, а что же, понимаете, за Сухумом. Это большой пробел, который я очень надеюсь, что в ближайшее время даже в рамках наших молодежных проектов будет развиваться. То есть люди, прилетающие, не знают, что можно поехать туда, потому что они видят коров, они видят сразу после аэропорта с правой стороны разруху, и туда особенно ехать не хочется. И что делают в рамках маркетинга? То
То есть людям не предлагают это направление. Я ни разу не слышала о размещении, не знаю, там, в Адюбже, хотя потрясающая Скурча. Господи, у меня люди такие счастливые оттуда приезжают, понимаете? Но это направление нужно раскручивать информационно. И поэтому вот когда люди прилетают, вот они видят людей, которые предлагают услуги трансфера, услуги экскурсионных объектов, ну пускай они делают акцент в этом направлении. Ну вот, кстати, интересно, почему нет и кто должен заняться вот раскруткой, да, рекламой Восточной Абхазии? Если наше государство будет поддерживать наших предпринимателей и давать им гарантии, что вот если вы что-то построите, сделаете, направите новые, создадите новую инфраструктуру, то есть вы как национальный инвестор, вы же никуда не уйдете, здесь ваши счета, здесь ваши деньги, мы вас видим, ваши экономические, да, то есть вы платите налоги в бюджет. Вот их нужно поддерживать. Тогда для предпринимателя Абхазии будет, скажем так, с финансовым пониманием грамотности выгодно вкладываться в развитие. То есть они и будочки поставят с рекламами, и сразу же сделают так, чтобы их сотрудники трансфера направляли людей в то направление. Пока Министерство, не знаю, финансов, экономики, но это все-таки вклинение президента, пока они не начнут поддерживать местных предпринимателей, национального инвестора, а у нас их много, и они достаточно крупные, они, понимаете, как они не будут в это вкладываться. То есть им, конечно, хочется взять... Как выглядеть должна эта поддержка? Просто финансирование? Конечно. Ну, к примеру, они дают гарантию, да, то есть, или вот мы, кстати, недавно беседовали с одним нашим крупным инвестором, он сказал, я готов заплатить 50%, если я буду уверен, что государство на 50% мне поможет. То есть я готов здесь построиться, если государство отдаст мне вот эту территорию земли, я построю там хороший реабилитационный центр, о котором я мечтаю. То есть я призываю, говорю, помогите, постройте нам реабилитационный центр для наших ветеранов нашей войны. У нас каждый день умирают наши ветераны. И он говорит, я построю, но дайте мне гарантии. Понимаете? И это тот момент, когда именно нога в ногу. Государство должно идти с предпринимателем, потому что крупный предприниматель притягивает малых предпринимателей, а малые предприниматели притягивают другие сектора. И вот так. И это только таким образом мы можем развивать внутреннюю экономику. Не ждать вот этого человека, который отсюда придет, мы ему по 300 рублей будем продавать номера, а вот эта теневая зона останется, понимаете, за пределами Абхазии. И это должна быть такая, знаете, работа купна. Мне очень нравится это старое русское слово. То есть в совокупности то по-другому никак. И если бизнес не получит вот этой поддержки и уверенности от государства, он скажет, ну, я же как-то вроде развиваюсь, зачем мне ваша Восточная Абхазия? А вдруг вы, что-нибудь, какой-то налог придумаете, или то есть дайте мне гарантию на лет 20-25, и я вот поменяю это все. Но у нас мышление же какое было? Коммунистическое, капиталистическое. Мы вот с этим вот социалистическим мышлением, к сожалению, пока ничего сделать не можем. Майя, какой тип туризма, допустим, агротуризм, экологический, культурный, может стать визитной карточкой восточной части Абхазии, создать там, допустим, те же рабочие места? Ну, думаю, что Восточная Абхазия у нас сельскохозяйственная, в первую очередь, это сельскохозяйственный район, один из крупнейших, можно сказать, районов по площади именно сельхозугодий, поэтому это, наверное, агротуризм, который, кстати, имеет достаточно большой спрос в европейских странах, да и в странах России очень часто люди, в городах, так скажем, в городах, в областях России имеет достаточно интересный спрос, когда люди едут в сельскую местность и наряду с жителями села занимаются аграрным сектором. Те же самые мандарины. Вот Оксана сказала о мастер-классах в мандариновых садах. Но параллельно с этим люди безумно радуются, когда они имеют возможность собрать эти мандарины с дерева. И для них это особый интерес, потому что купить на прилавке магазина, что в Москве, что в Сухуми, особо не дает того эффекта, когда ты этот мандарин срываешь самостоятельно, с веточки срываешь его, вкушаешь его или кладешь в свою красивую корзинку. Это ведь особое удовольствие. И туристы это очень любят. Вот каждый осенний тур, это в первую очередь люди спрашивают, они не успели пересечь границу, они задают вопрос, а мандариновый сад мы будем посещать? То есть это один из первых вопросов. Почему бы не сделать это направление таким популярным, большим, сделать какие-то, не искать мандариновый сад у кого-то, участника, а сделать какую-то красивую мандариновую плантацию, красиво ее благоустроить и вводить туда экскурсионный маршрут. Можно ли сказать, что вот именно восточная часть может быть тем, локомотивом, как мы любим говорить, развития круглогодичного туризма?
Восточная Абхазия — это самое перспективное направление не только туристической индустрии Республики Абхазия, но и медицинского туризма, экологического туризма и, конечно же, агротуризма. Восточная Абхазия может принимать людей летом. Это курорты. Зимой это термальные источники, полностью доступные. Это радоновые источники. Но для меня и для моих гостей Восточная Абхазия — это направление восстановления. Это ретриты, это духовное, душевное восстановление, это реабилитация. Понимаете, Восточная Абхазия — это то направление, где человек восстанавливается и физически, и морально, и эмоционально. То есть человек, который проходит сложные жизненные этапы, зависимость, инвалидность, болезнь, депрессию, поверьте, поехав в это направление, вот у нас есть туры, ретриты восстановления. Мы их вот разработали в прошлом году, и в это направление у меня приезжает такое количество детей, которые подверглись домашнему насилию. Это детки с военных приграничных зон. Вы знаете, какие они оттуда счастливые приезжают? Потому что это соприкосновение с природой, с культурой. Это уникальный культурный код, который мы им передаем. И они действительно не только физически восстанавливаются и зимой, и летом, и осенью, и весной. Каждый раз они туда приезжают и не чувствуют, что... Они говорят, ну да, мы не можем искупаться на море, но зато вон какой у вас невероятный термальный источник. Поэтому это самое перспективное направление в 5 туристических маршрутах. Я напоминаю, что это обычный туризм курортный, это и оздоровительный, это и агротуризм, это, разумеется, медицинский и реабилитационный. То есть это правда, это вот направление, на которое нужно сейчас обратить внимание. И тут экономически мы можем сами себя обеспечивать. Но я напоминаю, что только лишь поддерживав тех предпринимателей, которые там уже есть. И вот построили термальный спа Амза, поддержите их. Они построят там рядом реабилитационный центр или какой-нибудь центр размещения или же ресторан. Просто поддержите. Это вот действительно одно из экономически выгодных направлений нашей страны. Пока восточная часть не сильно застроена различными объектами и так далее. Ну вот скажите, что лучше, застроить гостиницами или попытаться все-таки восточную часть сделать таким вот эко-зоной некой? Обязательно. Вы знаете, я когда первый раз приехала на Алтай, вдоль реки Катун, я видела такое количество деревянных домиков, которые настолько вдохновляли. И действительно, это направление должно быть эксклюзивным. То есть там все должно быть не так, как делают все, или не так, как это делают в успешных туристических направлениях, а для того, чтобы человек туда приезжал и говорил, Господи, прям как дома, вот мне хорошо. То есть это направление должно развиваться именно в направлении такого, знаете, необычного эко-направления. Эко-вилледж, типа. Да. Майя, может быть, у вас есть какие-то свои мысли? Вот у нас буквально минутка осталась до конца программы. Что бы вы могли сказать вот по поводу того, как развивать туристический потенциал Восточной Абхазии? Может, это какие-то уникальные предложения, да? Вот уже говорили на эту тему. Может быть, тоже говорили, инвестиционный климат, то есть, или, возможно, строительство какого-то одного объекта, который бы вдруг стал вот таким катализатором, да, развития вот этой части страны. Что бы вы сказали? Ваш взгляд. Одного объекта явно будет недостаточно для развития, так скажем, целого региона. Потому что Восточная Абхазия, она действительно уникальная. Один только Ачимчирский район, чего стоит тут и горы, и море. И это огромные красивые территории, поэтому вот такие вот эко, так скажем, объекты размещения. Это не просто деревянные домики, к которым мы привыкли уже в Абхазии. Это красивые коттеджи, которые бы стояли на берегу горных рек. У нас прекрасные реки, и малые, и большие реки с прекрасными пейзажами, где открываются панорамные виды и на море, и на горы, и климат, и морской, и горный. Это прекрасное место для поправки здоровья, как сказала уже Руслана, и для того, чтобы перезагрузиться, отдохнуть. И такие объекты, они нужны. И для этого нужно финансовое сопровождение. В первую очередь. Спасибо, Майя, спасибо. Вот мы надеемся, что вот так вот все вместе, и государство, и предприниматели, и население, да, каким-то образом в результате своих усилий, продуманной политики государственной, правильной, все это получится. И восточная часть не потеряет своей эксклюзивности и в то же время будет развита в туристическом отношении.
О туристическом потенциале Восточной Абхазии и о том, как его развивать, мы говорили с нашими экспертами в сфере туризма Русланой Гергидава и Майей Зухба. Благодарю. Спасибо.